Добрый вечер, дорогие друзья. Меня зовут Ислам Сафин. Мы тюменские артисты. Приехали не из Тюмени, из-под Тюмени есть такая деревня Янтык, 50 километров от Тюмени. Чисто деревенская бригада. Дети, владеющие языком, это очень радует. Вот буквально следующее поколение, там уже немножко с языком проблемы. А в фольклоре, сами знаете, язык это первостепенное значение имеет в формировании коллектива. Все обряды, все песни, все это должно быть четко исполнено в национальных традициях. Так-то я родом из Ижевска. Вот, судьбой забросила в Тюмень. Никогда не думал заниматься фольклором. Эстрада, битломания, хип-хоп, куда-то все ушло. Я нечаянно открыл такую книжку. Исхакова Вамба. Фольклорная мелодия, то ли напев, не помню. Буквально вот эта мелодия меня с ума свела. Можно ее бесконечно играть. Тут накатывают и частушки, тут накатывают любая импровизация, и надпевы, и, я не знаю, игры на фоне этого, все, что хочешь. Вот же, думаю, чем надо заниматься. Под рукой у меня попались дети 4 класса, 2 и 3, да, вот такие дети. Моментально я дал им в руки, что есть под руками, палочки какие-то, треугольники, какие-то хлопушки. Буквально первый просто попробовал, думаю, как это вот все вот воспринимается. Дети в восторге, вы что? Я говорю, а попробуй поплясать. В первый день никто не умел, никто не учил. Смотрю, пляшут. Оказывается, уже в крови у людей это есть, в народе есть. Я не знаю, как. Просто нужно чуть-чуть подчеркнуть, чуть-чуть подкрасить, чуть-чуть добавить, ну, мастерства какого-то, которого, может, и у нас нет. Я сам-то никогда сибирским, особенно фольклором, не занимался. Там пляшут по-другому, поют по-другому, все по-другому. Пришлось язык учить. Я 2 года не понимал, о чем они говорят. В Сибири немножко татары с другим диалектом. Ну, неважно. И потом название появилось случайно, буквально. Смотрю, мелкие люди, мелкие дети, вак. По-татарски вак – это мелкий. А бялеш – это традиционно татарское блюдо, которым встречают гостей, уважаемых гостей. И вот я так подумал, что если коллектив будет с таким блюдом везде выступать и везде приветствовать народ, это будет как бы традиционно такое кушание в качестве фольклорного какого-то сопровождения, каких-то праздников, каких-то обрядов. Вот и на этой волне уже 5 лет, и как-то уже не тянет ни в рок, ни в рок-н-ролл, ни в хип-хоп. Правда, занимаюсь еще и академической музыкой, поскольку у меня образование академическое, композиторское. Ну, это свободное время, когда каникулы, когда Новый год, когда все гуляют, я в это время сочиняю симфонии. Как-то успеваю и этим заниматься. Но любимое занятие, конечно, это фольклор. Приглашаю всех на наши концерты, на наши выступления. Vadiler, bu hazine kısasında balı пряник бардилер. По поводу игр. Не так просто детей заставить заниматься фольклором. Это же тоже искусство. Ребенок это кто? Это ребенок по рождению природы. Ему надо бегать, прыгать, скакать. И по этому поводу есть, оказывается, масса игр, связанных с воспитанием ребенка в будущем, чтобы он... Ну, это связано с тем, что он коммуникабельным будет в коллективе, будет ассоциирован в обществе. Ну, это так, высокие фразы. А так вот, чтобы создать коллектив через игру. Мы
берем обыкновенную веревку, прыгаем через веревку, берем обыкновенные палочки, просто их бросаем. Есть такая игра 12 палочек, кто может помнит. Это игралось во дворе. Это и мы играли, я это читал о том, что это везде играют. Стучишь в один конец доски, палки подлетают, в это время все прячутся, и потом, пока собирают палочки, собирает своих друзей, ищет, кто-то находится, кто-то нет, потом опять подбрасывают палки. Ну, это, в общем, так вот, через игру мы идем к большому искусству. Дальше пение. Что такое пение? Просто кричим, просто балуемся, рифмы какие-то сочиняем. Дальше какие могут быть игры? Чисто физически. Ребенок не может сидеть и просто 2 часа сидеть. И мы, например, мы постоянно в игре, через игру. И вот мы сегодня привезли вам 2 игры. Одна называется татарская игра Ярсу, где просто мы, некоторые дети сейчас обрусевшие, даже вот эти 2 слова выучив, это большой прогресс для татар, которые не умеют говорить по-татарски. Яр – это, значит, берег, Су – это вода, и вот они прыгают по моему сказанию. Если я скажу яр, прыгают на яр, прыгают на су. Ну, это надо видеть. Яр-су, яр, су, су. Проиграла. Милана, она прыгнула на яр. Су. Проиграла Лиля и... Я не прыгнула. Нет, ты сделала тенденцию. Сумочку не взяли свою. Су. Яр. Яр-су. Яр. Я тоже не знаю, думала, не надо. Проиграла Диана. Встаньте на досочку втроем. Молодцы. Су. Су. Яр. Яр-су. Яр. Су. Вот. Это татарская игра. Су – это вода. Яр – это берег. Ярсу – это между берегом и граница между водой и берегом. Соседка подсказала. Я говорю, прыгали через веревку в деревне? Прыгали. А раньше же не было, говорю, веревок. Каким образом? А мы липы, говорит, молодые липы срубали и мочили в воде. Месяц мочится липа. Это, в общем, одновременно идет изготовление мочалок, было, видимо, и вот этот веревок. Потом отмачивалась кора, она была совершенно мягкая, как бумага. Все это пока не скажу, когда сырая она была или как. В общем, переплеталась. Кто как, кто в 3, кто в 4 завитка, видимо. Кто как мог плести. И затем, видимо, не то, что ведь работать постоянно, немножко играли. Прыгали через эти веревки. Так я говорю, вот откуда пришла эта игра. И мы решили воспользоваться этой игрой. Тоже взяли, правда, из магазина жгуты, переплетаем, поем, а потом прыгаем. Вот состоялась игра с историей, которая у нас есть в деревне. Учиться прыгать по одному надо, по одному. Это чувство ритма. 1, 2, 3. Это не каждый может, кстати, вот чтобы 3 раза прыгнуть. Я думал, это легко, оказывается, непросто. Вот. В конце концов, я научил каждого ребенка прыгать 1000 раз. 1, 2, 3, 4, 5. Начинаю я скакать. Я умею прыгать ловко. Что же делает веревка? 6, 7, 8, 9, 10. Мы с подружкой скачем вместе. Если правильно скакать, можно долго так играть. 1, 2, 3, 4, 5. Начинаю я скакать. Я умею прыгать ловко. То же делает веревка. 6, 7, 8, 9, 10. Мы с подружкой скачем вместе. Если правильно скакать, можно долго так играть.
Ну, дальше мы прыгали в паре, в 3, в 4 человека. Опять-таки это чувство коллективизма, ритм. Потом просто пробежки через веревку. Потом есть еще игра веревка в веревке. Это вообще сложно. Скакалка у человека, а еще через него большой круг делает большая веревка. Это большое искусство. Это мы еще учим. Дай бог, мы это еще привезем, покажем. Вот. Смысл опять-таки ноги. Вот у нас в Тюмени танцуют не чисто национальный танец, вот как танцуют в Казани, прыжками. Топают на доске, топают. Вот это у них национальный танец считается. Ояк тидрю. Дробушки по-русски, да. Мы придумали, знаете, какую игру еще? Бочка. Ложится бочка с одним дном. Одно дно открыто. Кидаешь 2 палочки. Если попадают 2 палочки в бочку, ну, на расстоянии, ты потом возвращаешь себе эти 2 палочки и уже владеешь 3 палочками, если попал 2. 3 палочки кидаешь. Если у тебя все 3 палочки попали, ты уже возвращаешься с 4 палочками. И таким образом, у кого больше будет палочек, тот и выигрывает. Тоже интересная игра, дворовая. Ну, я думаю, бочки у всех есть. Потом на 2 бочках можно просто гоняться. Представляете? Вот ровная площадка, мои дети спокойно могут на бочках катиться далеко-далеко и обратно. Ну, кто первый там придет. Это тоже для развития физического состояния ребенка. В будущем, если он будет плясать, у него будут ноги крепкие. Если он будет петь, у него будет, извиняюсь, постановка голоса. Он везде кричит, везде восторженно произносит какие-то реплики, фразы. Ну, в общем, я понял, что это большое искусство заниматься фольклором. Это как учить какого-нибудь профессионала игре на гитаре, на саксофоне. Но это даже еще и интереснее даже. Меня самого это заводит. Эх, мне бы еще лет 5-10 поработать. К сожалению, иногда и устаешь. Но вот дети приходят и все. Снова заводишься, снова с ними играешь, как ребенок. У меня мама в детстве смеялась. Ну ты, Улым, ну у тебя же вот есть сверстники постарше. Чего ты с малышами играешь? У меня, видимо, оттуда это шло. Вот так и сохранилось. Дай бог, вот так еще работает долго-долго. Я бы, знаете, создал у себя в Тюмени академию татарского фольклора. Жень, согласитесь, есть академия русского фольклора? Люди занимаются только этим, даже школа там, они в школе занимаются, а после школы все даже там ночуют, живут, как в интернате. По-моему, так даже. Академия фехтования есть. Академия есть художественной гимнастики, Виннер. Вот на таком уровне, я считаю, нужно создавать организацию, вот фольклор. Это серьезное занятие. Ребенок уже с детства должен знать свои корни, свои песни, свои танцы, свои прибаутки, частушки, ну все, что вот связано. Это передается из рук в руки. Вот я учу детей играть. Думаете, по нотам? Просто вот сюда нажми, и все. И также фольклор передается с языка в язык, со взгляда во взгляд. Я бы вот такую академию создал, чтобы там и гимнасты были, и акробаты. Конечно, вокалисты, конечно, хоровики. Но это лишь мечта. Кто-то, может быть, это придумает после меня. Вот я пожелаю тем, кто занимается этим, вот на таком уровне всегда заниматься, быть фанатиком этого дела. Если каких-то результатов добиваться, нужно делать это серьезно. Прямо брать малолетку какого-нибудь с 1-го, со 2-го класса, вот когда у них сознание более-менее появляется, вот с этого времени приучать их к веревочкам, к досочкам, к палочкам, к погремушечкам. Пускай там брягать не в ритм, пускай поет не в лад, не в попад.
Пускай у него глаза открываются на этот мир через фольклор. Через 5 лет увидите результат. Этот человек будет на сцене всегда улыбаться и в жизни будет всегда активным членом нашего общества. Вот такое пожелание, дорогие мои. Любите фольклор, радуйте людей.